Хорошо знакомый казанцам микрорайон Горки-1, который в 60-е и 70-е годы у нас застраивали. Ныне это один из крупнейших спальных районов столицы. Но мало кто знает, именно здесь более века назад началось строительство аэростанции. События на первых полосах газет. Так зарождалась гражданская авиация. Открытие так называемого прообраза современного аэропорта состоялось 26 июня 1924 года. Через 4 дня уже встречали первых пассажиров. Авиарейс Москва-Казань через Нижний Новгород прибыл 30 июня в 3 часа дня, точно по расписанию. Самолет приземлился спустя 5 часов после вылета из Москвы. На борту 6 пассажиров и первая воздушная почта. Всего год спустя через Казанскую аэростанцию проложили самый большой и технически сложный для того времени маршрут Москва-Улан-Батор-Пекин. Так создавалось воздушное сообщение с Сибирью и Дальним Востоком. Уже в 1931 году аэростанция стала делить вот эту территорию с танкодромом. Увеличиваться он в размерах не мог, сообщений все становилось больше, поэтому решили перенести аэропорт на новое место Арское поле, знаменитое место Казани. И здесь его построили уже в 1933 году. Это главное здание старого аэропорта. Строить его здесь, на Арском поле, начали еще до Великой Отечественной. Достраивали уже после войны. Воздушная гавань открылась лишь в 1954-м. Здесь уже и почта, и рестораны, потом и гостиница была построена. Это здание у нас сохранилось и является украшением советского района. Сегодня международный аэропорт имени Габдуллы Тукая принимает до 65 рейсов в сутки и отправляет столько же. Первой взлетной полосе уже 45 лет, и она соответствует всем мировым стандартам. К универсиаде 2013 года здесь провели масштабную реконструкцию. Тогда появился и новый пассажирский терминал 1А. Строительство еще одного планируется в ближайшем будущем. Повышенные прочностные характеристики взлетно-посадочной полосы и перрона позволяют нам принимать все типы серийных самолетов и вертолетов без ограничения по массе, то есть даже самые тяжелые. Оснащение полосы навигационным и светосигнальным оборудованием, огнями высокой интенсивности позволяет нам обслуживать рейсы по первой и второй категории ИКАО, то есть в условиях ограниченной видимости и плохих метеоусловий. В прошлом году Казанский аэропорт встретил 5-миллионного пассажира и стал лидером ПФО. Пассажиропоток в 2023-м вырос почти на 30%. Сейчас аэропорт расширяет маршрутную сеть. Только в этом году появились рейсы в Якутск, Улан-Удэ, Иркутск, а также Тбилиси и Шри-Ланку. Алия Сабирова, Ляйсан Саитова, ТНВ, Казань.